Главные новости пятницы в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Прямо сейчас команда наших корреспондентов расскажет вам о самых интересных новостях этого дня. Подписано соглашение о сотрудничестве между Кырым-Бірлігі и Центром урегулирования социальных конфликтов. Ярмарку вакансий провели сегодня на всем полуострове. Концерт в честь профессионального праздника работников сферы образования провели в Крымском инженерно-педагогическом университете. Сегодня вся планета отмечает День улыбки. О всех этих новостях расскажут наши корреспонденты. Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 64-й день рождения. В последние годы глава государства посвящал этот день активному отдыху. В 2014 году он впервые за многие годы официально взял выходной и улетел в сибирскую тайгу, чтобы провести день, по его выражению, вдали от цивилизации. В этом году Владимир Путин не стал проводить публичных мероприятий. Он празднует свой день рождения в кругу близких и друзей. Зачастую Владимир Путин никак не выделяет свой день рождения, проводя его за работой строго по расписанию. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие. В прошлом году президент отметил 63-летие на хоккейном льду, приняв участие в матче между командами ночной хоккейной лиги «Звезды НХЛ» и сборная НХЛ. Тогда он забросил в ворота сборной НХЛ 7 шайб, а после матча получил из рук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка медаль за верность и любовь к хоккею. По традиции в этот день Владимир Путин принимает поздравления от лидеров других стран. И не только. Свои пожелания президенту присылают жители всех регионов России. К примеру, в столице Крыма сегодня сделали огромную поздравительную открытку, в которой каждый желающий мог оставить свои пожелания президенту. Мы стали собирать большую поздравительную открытку от жителей, от молодежи, от студентов и учащихся, пожелания для нашего президента. Ежегодно в честь дня рождения президента Российской Федерации мировые знаменитости и обычные пользователи соцсетей выкладывают в интернет видео поздравления, фотографируются на фоне портретов Владимира Путина и посвящают лидеру песни. К примеру, в прошлом году рэпер Тимати специально ко дню рождения президента написал песню «Мой лучший друг». И я сразу скажу, ты знаешь про любовь к тебе одной. Мы с вами за него всей страной. Вы знали, он крутой супергерой. Сегодня я игрок, мой друг со мной. Сегодня Владимир Путин один из самых успешных политиков в мире. Нынешний день рождения для него уже 18-й на высших постах в государстве. В 2013, 2014 и 2015 годах Forbes назвал Путина самым влиятельным человеком мира. В предыдущие годы, даже будучи премьер-министром, Владимир Путин продолжал занимать места в первой десятке рейтинга. А в 2014 году Путин возглавил рейтинг «Человек года» агентства France Press. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени ветерану, активисту национального движения крымско-татарского народа поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, быть на долгие годы у руля. Под вашим руководством Российская Федерация достигла значительных успехов в научно-просветительском, социально-экономическом и национально-культурном развитии. От всей души желаем вам успехов и побед. Считаю уместным поздравить Владимира Владимировича со ссылкой на Ветхий Завет. Бог за добродеяние отца Давида Соломону предложил выбрать одно из двух: богатство всего мира или души всех врагов. Соломон попросил у Бога мудрости и прославился как самый мудрый царь. У вас, Владимир Владимирович, мудрости хватает, поэтому я прошу Бога дать вам здоровье во имя процветания России, возрождения Крыма и крымских татар.
К поздравлениям присоединились и жители полуострова. Они пожелали президенту крепкого здоровья, долгих лет правления и терпения. И в этот замечательный, прекрасный день, я думаю, что можно поздравить нашего президента с днем рождения, пожелать ему успехов, удачи, здоровья крепкого, ну и, я думаю, терпения в наше непростое время. Самое главное, хочу пожелать нашему президенту, дай Бог ему здоровья и терпения. А все остальное, в принципе, он сам сможет сделать для нашей великой, замечательной страны. Хочу поздравить нашего президента с днем рождения, пожелать счастья, здоровья. Долгих лет правления, потому что мы хотим, чтобы он оставался с нами как можно дольше. И спасибо за его хорошую и качественную работу для нас, для всех. Дорогой Владимир Владимирович Путин, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам крепкого здоровья, счастья, чтобы все ваши планы были усовершенствованы и были обязательно сбывшимися. 64-й день рождения президент страны отметил в кругу близких и друзей. Что касается подарков для Владимира Владимировича, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что большая часть из них направляется в библиотеку президента и хранится именно там. С днем рождения, наш президент! Левиза Сидбелялова, Сабрия Халиляева, Алимека Айбуллаева, Ибраим Ганиев, Умир Мустафаев, телеканал Миллет. Государственная дума нового 7-го созыва собрала сегодня на свое первое рабочее заседание. Предыдущее было организационным. На рассмотрении находились 36 законопроектов. Среди них законопроект о единовременной выплате пенсионерам в размере 5000 рублей. Эти деньги пенсионеры и неработающие, и работающие должны получить в январе 2017 года. Еще один вопрос сегодняшней повестки касался ужесточения наказания для водителей. Депутаты предложили нарушителей не штрафовать в очередной раз, а лишать прав на год или полтора. В следующую среду Дума будет обсуждать бюджетную политику на ближайшие 3 года. Сегодня в Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан состоялось совещание, где обсудили противодействие распространению в сети интернет материалов экстремистского характера, в том числе публичных призывов к экстремистской деятельности. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов рассказал об организации взаимодействия органов государственной власти Республики Крым с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по реализации комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов распространения в сети интернет экстремистского характера. В настоящее время отмечается активизация деятельности деструктивных объединений со стороны, в частности, мы говорим, и Украины, конечно же, в медиасфере, направленных на организацию информационных акций с целью воздействия на население и формирования предпосылок возникновения протестного потенциала. Современные информационные технологии позволяют экстремистским организациям на качественно новом уровне организовывать процесс пропаганды своих взглядов и идей, усовершенствовать методы и способы влияния. Кроме того, в настоящее время следует отметить усиление попыток проникновения в медиапространство Республики Крым представителей иностранных неправительственных организаций с целью сбора и распространения тенденциозной информации о нарушении прав, о так называемом, конечно же, нарушении прав национальных меньшинств в республике. В настоящее время активно проводится работа в сети интернет по блокировке данного экстремистского контента, выявление модераторов, пропагандирующих деструктивные идеи. За последнее время уполномоченным органам удалось заблокировать новостные информационные ресурсы иностранных некоммерческих организаций, осуществляющих подачу тенденциозной информации в отношении ситуации, складывающейся в Республике Крым. Основными проблемными вопросами противодействия идеологии экстремизма в сфере сети интернет является использование социальных сетей представителями экстремистских и террористических организаций, находящихся вне юрисдикции Российской Федерации, а также вещание через спутник, в том числе и украинских телеканалов, распространяющих тенденциозную и несоответствующую действительности информацию, вводящих в заблуждение крымчан. В ходе совещания участники встречи обменялись информацией, пожеланиями, которые бы обеспечили наиболее эффективное выполнение задач, поставленных руководством Крыма. Совещание организовано в соответствии с поручением главы Республики Крым Сергея Аксенова в целях эффективной реализации поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации по активизации работы и разработке дополнительных мер, направленных на повышение эффективности и пресечение фактов размещения в СМИ, в сети интернет информационных материалов экстремистского характера. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.
В Варшаве состоялось 10-е рабочее заседание совещания Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором выступили представители Республики Крым. В информационном агентстве «Россия сегодня» в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва обсудили Варшавское совещание ОБСЕ, содержание, значение и итоги. В отличие от предыдущих аналогичных форумов, где рассматривался весь комплекс обязательств государств-участников ОБСЕ, в гуманитарном треке настоящее совещание сфокусировалось на проблемах толерантности и недискриминации. В частности, в ходе заседания обсуждали работу СМИ и образование в области прав человека. В форуме приняли участие более 1000 представителей правительств и неправительственных организаций из 56 стран, членов ОБСЕ. Это совещание приобретает всегда очень значительный резонанс, потому что оно связано именно с общественными кругами. Там действительно присутствуют многочисленные руководители общественных организаций. И мне тоже хотелось принять участие как председателю Черноморской ассоциации международного сотрудничества, но, к сожалению, меня в очередной раз туда не пустили. Но я был в контакте с нашими представителями и с моими коллегами из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Председатель Болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер также участвовал в конференции в составе крымской делегации. Он отметил значительный интерес со стороны иностранных представителей к нашему полуострову и к его представителям. По словам Ивана Абажера, он в 3-минутном выступлении постарался максимально изложить ситуацию на полуострове. Я считаю, что сказать то, что никто на тот момент на заседании об этом не говорил, о том, что крымские татары сегодня имеют те же права, как все граждане Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о том, что сегодня в Крыму 3 государственных языка, о том, что сегодня в органах власти, как исполнительные, так и законодательно, представлены крымские татары и так далее, и так далее. Председатель Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов подчеркнул, что в ходе своего выступления он назвал неприемлемой риторику ряда СМИ Украины, Евросоюза и США, называющих Крым оккупированной территорией, на которой происходят тотальные нарушения прав человека. К чему сводилось мое выступление? Оно достаточно было жестким. И начал я с того, что любые манипуляторы и игроки в информационных войнах нагло, подло эксплуатируют чувственно-эмоциональную сферу любого человека. Они апеллируют именно к эмоциям и чувствам, а не к фактам. Я же хочу говорить только о фактах. И начал говорить, что в Республике Крым по состоянию на сегодняшний день активно работает 435 средств массовой информации. О том, что сформирована такая творческая влиятельная организация, как Союз журналистов. Количество входящих в нее членов уже превышает то количество, которое было при Украине. О том, что мы имеем возможность свободно работать на том языке, который нам более привычен. О том, что у нас нет каких-либо ограничений в выборе СМИ. Стоит отметить, что в этом году в состав крымской делегации вошел заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов. В своем докладе он отметил, что на территории Республики Крым ведется работа по реализации указа президента Российской Федерации о мерах по реабилитации репрессированных народов Крыма. В частности, в республике продолжают функционировать национальные институты, духовные, культурные и образовательные учреждения. Работает Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Зарегистрировано более 200 мусульманских религиозных общин. Разработаны и согласованы механизмы восстановления прежней топонимики в населенных пунктах Крыма. Султания Ситакаева, Энвер Румшевич, телеканал Миллет. В правительство Крыма не поступала информация о сворачивании деятельности на полуострове крупных иностранных торговых компаний «Метро» и «Ашан», сообщил вице-премьер регионального правительства Юрий Гацанюк. Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что торговые сети «Метро» и «Ашан» свернут свою работу на полуострове из-за давления западных санкций. Гипермаркеты являются частью сети иностранных торговых компаний. Межрегиональная общественная организация Ахырым-Бірлігі и Центр урегулирования социальных конфликтов подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа поспособствует защите прав и законных интересов крымско-татарского народа. Подробнее смотрите в сюжете Софии Шкуровой.
Соглашение заключает в себе сотрудничество сторон по вопросам урегулирования межнациональных и межконфессиональных споров с использованием правовых, информационных, аналитических, методических и организационных ресурсов. Инициатором подписания соглашения выступила межрегиональная общественная организация Харам Берлиги. В каждом народе есть свои проблемы, есть свои конфликты, есть свои недопонимания. Но только сообща, услышав друг друга, мы можем решать наши общие проблемы. Это советоваться, это друг друга слышать, понимать, обмениваться на сегодняшний день неким опытом. Да, мы с вами понимаем, что мы только 2 года живем в составе Российской Федерации, и, понятное дело, мы всех законодательных актов знать не можем. И мы не можем на сегодняшний день в полном объеме пользоваться теми законами, которые на сегодняшний день существуют в Российской Федерации. А такие организации, такие подписания таких меморандумов о сотрудничестве облегчают нам путь в нашей работе, в первую очередь для крымско-татарского народа. Для урегулирования всевозможных конфликтных ситуаций стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Президент Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает важность данной организации. По его словам, профессиональная работа конфликтологов и медиаторов позволит избегать конфликтных ситуаций на Крымском полуострове. Межнациональные конфликты – это довольно сложные виды социальных конфликтов, потому что накапливающаяся напряженность в государстве во взаимоотношениях между нациями, между этносами, между народами, оно может все-таки очень быстро перейти в радикальную стадию. И здесь очень важно проводить такую обучающую работу, то есть обучать людей разрешать эти накопившиеся напряженности нормальными, адекватными способами. Соглашение будет способствовать укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и поддержанию уважительных отношений между представителями разных национальностей и вероисповеданий. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Сегодня во всех регионах Крыма провели ежегодную ярмарку вакансий. В Симферополе работодатели предложили по трудоустройству 13 тысяч вакансий. Также были представлены вакансии учебных рабочих мест. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест традиционно прошла на площади Ленина. Здесь были представлены университеты, колледжи и техникумы. Они рассказали о специфике и методах обучения. Среди них были и представители Крымского инженерно-педагогического университета. Ярмарка вакансий – это мероприятие взаимовыгодное. Тут, с одной стороны, мы предоставляем информацию, касающуюся приема следующего года, а с другой стороны, наши старшие курсы бакалавриата и магистратуры общаются с работодателями, ищут возможные места трудоустройства. Жителям Крыма предлагали работы разные актуальные вакансии. Нам нужен врач-статистик, врач-эпидемиолог, педиатр, рабочий по ремонту, плотник. По заработной плате у нас идут доклады и также стимулирующие выплаты. Свою работу ярмарка вакансий начала с 12:00. Все желающие могли подходить ко всем организованным палаткам и задавать интересующие их вопросы. Обойдя все интересующие вакансии, люди смогли выбрать себе работу. Но были и такие, которые не нашли соответствующие их требованиям вакансии. Подобрать я не знаю, но присмотрел. Все они много чего обещают. Ну, у них надо работать и смотреть. Ну и зарплата средняя, не такой, не минимальная, а средний хотя бы уровень, чтобы можно было одеться, покушать, одеть детей и жену. Только пришел, еще ничего не увидел такого. Ну, я думаю, что сейчас найдется интересно. В сфере экономиста, бухгалтер. На ярмарке представлено более 100 работодателей. И не только из Крыма, но и из Краснодарского края. Крымчанам предложили 13 тысяч вакансий. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова отметила, что наиболее востребованными на крымском рынке труда остаются работники строительной отрасли. Очень востребованы сейчас специальности строительные. Мы видим, что сейчас идут определенные положительные процессы в экономике. У нас много строится нового, больниц, школ,
у нас строится Керченский мост, у нас строятся тепловые электростанции. И все это требует специалистов, поэтому эти специальности очень востребованы, потому что за предыдущие 20 лет, к сожалению, профобразованию не уделялось внимания, и сейчас это сказывается. В ходе проведения ярмарки профессиональные учебные заведения Крыма провели мастер-классы. Наглядно проинформировали о профессиях, которым они обучают. По словам директора Центра занятости населения Крыма Сергея Бродовского, около 1000 крымчан сегодня нашли себе работу. Также вакантные места были предложены людям с ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день у нас 810 вакантных рабочих мест для людей с инвалидностью. Это сверх той квоты, которую предприятия самостоятельно квартируют и принимают на работу людей с инвалидностью. Сейчас особое внимание уделяется этому вопросу. Действительно постараться каждому человеку, у которого есть инвалидность, с условием того, что какие у него есть ограничения в программе реабилитации и абилитации, подобрать ему действительно подходящую работу. Это сейчас будет, наверное, я считаю, что будет основной, наверное, в работе службы занятости Республики Крым. Для каждой категории населения работали 6 секторов: содействие трудоустройству, профориентационный, профессионального обучения безработных граждан, обслуживание инвалидов, интернет-сектор по поиску работы. Алимия Кайбулаева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Студенты Крымского инженерно-педагогического университета провели концерт в честь профессионального праздника работников сферы образования. Они с большой ответственностью подошли к организации праздника и подготовили красочные номера. На сцене выступили хореографические, вокальные и инструментальные коллективы. Своих коллег поздравил ректор инженерно-педагогического университета Февзи Якубов. У крымских татар, у русских, не имеет значения, армян, евреев, всегда преподаватель был всегда на самом почетном месте, ибо он учил уму разуму. Ибо не имея фетиш, не имея такую безграничную любовь к матери, не имея безграничную любовь к учителям, никогда не полюбить Родину. Вот эти три понятия единые. Я поздравляю вас с Днем работников образования, с Днем учителя, вот с Днем тех мудрых людей, у которых мы учимся жизни. Спасибо вам большое. В Бахчисарайском историко-культурном археологическом музее-заповеднике состоялся фестиваль «Золотые руки мастера», приуроченный крымско-татарскому народному празднику урожая Дервиза-Байрам. Подробнее смотрите в сюжете Мавиле Юб. Во дворе ханского дворца под звуки крымско-татарской мелодии развернулась ярмарка-выставка изделий знаменитых ремесленников. Их работы выполнены в национальных традициях. Здесь представлено творчество Эльдара и Алимы Гусейновых, Айдера Алиева, Ирфана Нафиева, Ильвисы татар Заремы Трасиновой и Алима Усеинова. Вышла я, чтобы поддержать наших художников тоже, потому что именно в Хан-Сарае у меня была здесь выставка где-то в 90-х годах, персональная одна выставка давно. Ну и потом много в музее выставлялись. А здесь вместе с народом, так сказать, с всеми, все, кто работает на этом поприще. Выставка одного дня, она чем интересна, что она живая и действующая. Народ сам оживлен, увлечен и смотрит с таким удовольствием и наслаждением, я бы сказала. Потому что неравнодушные люди, и это так здорово. Мне, в общем, очень понравилось то, что мы не ожидали даже, что такая вот реакция будет. Все это делается на нашей земле, для нашего народа. Помимо художников, свои изделия на выставке представили мастера по вышивке и шитью золотом, гончары, ювелиры и мастера по резьбе и по дереву. Я представляю сегодня на этой выставке два национальных костюма стилизованных. В наше время, особенно сейчас, прям очень популярно одеваться в национальные наряды. Хотя бы одевают феску, пояса. Мне бы хотелось, чтобы они изучали, как правильно одеваться, чтобы не путали крымско-татарскую и турецкую культуру. И эти наряды наглядное подтверждение тому, как надо и что так красиво. Организаторами фестиваля выступили историко-культурный и археологический музей-заповедник и общественный активист Эдем Файтонджи. Мероприятия у нас проводятся подобные каждый год, но вот такого масштаба первый год. Вот в этом году мы решили объединить ремесленников, людей творческих профессий, начинающих и мастеров. Для того, чтобы показать, что в нашем народе есть очень большая составляющая
та основа, которая даст, наверное, огромный толчок для возрождения, для развития нашего народа в целом. И ни в коем случае нельзя забывать наши традиции. Нужно их развивать, нужно поддерживать творческих людей, народных умельцев. Надо поддерживать развитие народных ремесел. Гости мероприятия отметили важность проведения подобных фестивалей. По их мнению, ярмарка-выставка позволяет посетителям ближе познакомиться с богатой культурой крымско-татарского народа. Мы сегодня с вами находимся в потрясающе, изумительно красивом месте, а самое ценное и главное, что это место святое для каждого крымского татарина. Храм наш, да, это святыня предков наших ханов. И находясь среди потрясающих работ, которые нас окружают, талантливейших людей, наверное, это избранные люди нашего народа, и в этом чудесном месте рождаются такие работы изумительные. Я надеюсь, что эти выставки и эти мероприятия, они будут продолжаться. Также на выставке приняли участие представители Крымского инженерно-педагогического университета. Они продемонстрировали 3 коллекции национальной одежды. Праздник завершился ярким концертом, на котором выступили народный вокальный ансамбль «Эдебиет» и народный крымско-татарский танцевальный ансамбль «Авдет». Мавиле и Юпедем Исмаилов, телеканал «Миллет». Сегодня вся планета отмечает День улыбки. Этот праздник появился в 1999 году в связи с именем художника Харви Белла. Именно он придумал и нарисовал виртуальную улыбку, которую сегодня каждый безошибочно назовет смайлом. Самые большие смайлики в мире можно увидеть в Крымском музее смайликов. Коллекция популярных веселых лиц представлена в уникальном и пока единственном в мире музее гигантских смайликов в селе Заречном. Прогулка среди смайликов приносит посетителям только хорошее настроение, ведь улыбка делает нас счастливыми и привлекательными, помогает снять стресс, положительно влияет на здоровье. Жители города поделились тем, что вызывает у них улыбку. В последнее время, наверное, это дети, старшая дочь и вот маленький сын. Но они просто... Что еще? Семья, наверное. То, что больше всего окружает, наверное. Наверное, больше всего дети. Даже когда устраивалась на работу и сидела, просто улыбалась, и из-за этого и взяли на работу. Самая, наверное, большая радость – это наши детки. Детки вызывают улыбки каждый день. Мы просыпаемся и думаем, что, чтобы ребенок был счастлив. Это самая большая улыбочка. Улыбка с особым мастерством, изображенная Леонардо да Винчи, подарила бессмертие его работе «Мона Лиза». А сейчас современные технологии позволяют запечатлеть самую красивую эмоцию человека. Для этого в мобильных телефонах и фотокамерах создана функция распознавания улыбки. Это возможность фотографирования на фронтальную камеру без применения дополнительных жестов, руки или еще что-то. То есть просто реагирование на улыбку. Также дополнительно можно сделать это жестом руки, выбирайте ракурс и фотографируйте. Каждый из нас мечтает об ослепительной улыбке, ведь термин «голливудская улыбка» у всех на слуху. Сейчас высококвалифицированные специалисты помогают делать вашу улыбку неотразимой. Для нас, как мусульман, очень важно, что улыбаться призывал нас наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Улыбка является сунной, является милостынью. И быть приветливым и улыбчивым, в общем-то, для нас является необходимым атрибутом. Красивая улыбка – это залог хороших отношений с окружающими, хороших отношений с самим собой, гармонии внутри себя. Это залог успешной жизни, потому что если ты улыбаешься, да, Марлен Сергеевич, то, в принципе, тебе в ответ тоже улыбаются. Мы хотим, чтобы люди улыбались всегда. Пускай даже у них не очень хорошие зубы и не голливудская улыбка, но улыбаться надо от души, чтобы у тебя смеялась и мимика, и глаза. Если какие-то есть, скажем, может не дефекты, а дефекты улыбки, недостатки улыбки, мы их всегда поправим, всегда научим правильно улыбаться. И самое главное, научим быть открытыми людьми, потому что улыбка – это общение. Нам приходит с болью, но уходит с улыбкой. Это прекрасно. Надо, чтобы все это делали, не только стоматологи. Улыбайтесь, и вы будете выглядеть лучше и моложе в любом возрасте. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». На Крымский полуостров надвигается непогода. Объявлено штормовое предупреждение. Утром и днем 8 октября, ночью 9 октября в Крыму ожидаются сильные дожди и грозы. При выпадении обильных осадков МЧС рекомендует воздержаться от походов и поездок по городу.
Ну а на этом наш выпуск завершается. Завтра не пропустите итоговый выпуск новостей с Абдулой Аджиасманом и Фадиме Ситмамут. Оставайтесь с нашим телеканалом. Всего доброго.